Здравствуйте, это мобильные новости на Якутия-24. Меня зовут Ольга Лысак, и сегодня я расскажу вам о событиях этой недели, которые не остались без внимания пользователей социальных сетей. Сегодня в программе «Голубь мира» появился в небе над Уснерой. Как прошел День Победы в городах республики. Амгинский район в зоне паводка. Такого уровня воды не видели 40 лет. Упрямый жеребец скинул наездника. И как шестилетняя художница стала популярной благодаря правдивым рисункам. Итак, начнем. Во время акции «Свеча памяти» в Уснере Аймиконского района на небе из облаков появилось очертание голубя мира. Автором фото стала местная жительница Надежда Ширяева. А на этом видео собака уничтожает шарики. Лопнув десяток, пес не останавливается и продолжает сдувать их лапой. Чем-то помешали шары детишкам из поселка Ленинского Алданского района. Автор видео назвал их малолетними вандалами, устроившими разгром после празднования Дня Победы. Все шары зачем похлопали? Фонарный столб упал в Нерюнгри. Местные жители во всем винят ветер и слабое крепление. Не выдерживали напора стихии деревья, которые падали на машины. Порывы ветра, по мнению местных жителей, достигали до 20 метров в секунду. Следующее видео доказывает, что на неделе стихия разгулялась не на шутку. На кадрах улица Чурапчинская. В Якутске в районе ДСК на улице Трудовой столб держится только на проводах, написали обеспокоенные местные жители и приложили фото. В свою очередь Якутскэнерго поспешила сообщить, что энергетиками все работы по реконструкции опоры были своевременно завершены, а значит столб больше не лежит. А в это время в Якутске погода чудит. Фото так и назвали «Причуды майского снега в Якутске». Необычные рулоны снежной ваты обнаружили жители на стеклах машин. Погодная аномалия произошла в ночь с 9 на 10 мая. Утром снегом были укрыты все улицы столицы. На дорогах российских городов в честь Дня Победы можно было заметить оригинально оформленные автомобили. Выделились и жители Якутска. Так студенты ИГСХ организовали флешмоб, который тут же разлетелся по соцсетям. А вот уже участники Vista Club ЕКТ встретились на местности Усть-Хатын, чтобы почтить память героев и порадоваться мирному небу над головой. В Нерюнгри на стадионе «Богатырь» прошел флешмоб, где автомобилисты в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне сперва выстроились в надпись «9 мая», а затем в форму звезды. Маленькие участники парада тоже решили поддержать великий праздник и оделись по этому случаю в военную форму. Фотограф из Якутска Сергей Шарин представил небольшой фотопроект, посвященный Дню Победы. По его словам, на создание его вдохновила первая якутская летчица Вера Захарова. А житель села Чукар Нюрбинского района к празднику смастерил танк для внука. Игрушка получилась внушительной. Республиканские скачки, посвященные 73-летию Победы, помимо ярких состязаний, запомнятся и происшествиями. Жеребцы дважды сбрасывали ездоков. Перед стартом шестой скачки жеребец по кличке Милан из Мегино-Кангаласского улуса пробил лбом затворку стартового бокса и сбросил с себя мастер жокея Виталия Петрова. К счастью, серьезных травм удалось избежать, но несмотря на это Петрова все равно осмотрели медики. Что касается лошади, то Милана удалось поймать. На соревнованиях он пришел третьим. Ежегодная акция, ставшая традиционной, «Свеча памяти», вновь собрала в Якутске огромное количество желающих почтить память погибших в Великой Отечественной войне. А вот для участия в акции «Свеча памяти» в Нерюнгри из поселка Йенгра прибыла автоколонна из 16 машин. Затем уже на площади собрались местные жители с огоньками в руках. А так прошел бессмертный полк в Нерюнгри. Ежегодное шествие уже прочно вошло в жизнь нерюнгринцев и стало неотъемлемой частью 9 мая. В День Победы жители и гости Якутска также вышли на традиционное шествие «Бессмертный полк». Проводимый в 6-й раз, он собрал более 35 тысяч человек. С портретами участников войны вышли и жители Алдана. С каждым годом к этой акции присоединяется все больше людей.
А это уже жители Ленска. В рядах Ленского бессмертного полка сотни жителей города. Люди с фотографиями близких родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, проходили маршем по центральной улице города. Тем временем в Нью-Йорке певица Саина приняла участие в народном шествии «Бессмертный полк». Около 2000 человек прошли 1,5 километра вдоль реки Гудзон с портретами ветеранов и белыми шарами с изображением журавлей. Во время акции звучали военные песни. Наша землячка исполнила известную советскую вальсовую песню «Синий платочек» и сыграла на хомусе для всех присутствующих. Вместе за ним родным. Пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. День Победы в Алдане начался, как и во многих городах страны, с парада Победы. По центральным улицам строевым шагом прошли юноармейцы, казаки, представители силовых структур. К ним присоединились трудовые коллективы, школьники и студенты. День Победы в Мирном завершился Сохаем. На площади Ленина около 3 часов шел праздничный концерт. Артисты художественной самодеятельности исполняли песни военных лет. После этого пошел блок выступлений национальных общин. В праздничном хороводе приняли участие все, кто находился на площади, вне зависимости от национальности и возраста. А так выглядела церемония возложения цветов и парад в Ленске. Главная церемония празднования в Якутске, как полагается, развернулась на площади Победы. В военно-патриотическом параде приняли участие военные, воспитанники военно-патриотических клубов, кадеты и школьники. Позже все на той же площади прошли показательные выступления с дрессированными собаками. Ну, я думаю, это достойно аплодисментов. Не каждый человек рискнет через собачку прыгать. Тем же вечером начал падать снег. Несмотря на ненастную погоду, люди все равно пришли на праздничный концерт. Праздничный парад в День Победы прошел и на улицах Нерюнгри. На сегодняшний день в районе осталось всего 7 ветеранов Великой Отечественной войны и 194 тружеников тыла. А вот так отметили День Победы в селе Андрюшкино Нижнеколымского района. Зима там пока не отступает, но это не мешает местным жителям отмечать великий праздник. А завершилось празднование Дня Победы ярким и продолжительным салютом. Такой вот гость появился на Сергеляхе. Одни пользователи умилились лисички, другие оставили комментарий, что она может быть разносчицей бешенства и стоит быть осторожней. Официально открылась охота на водоплавающую дичь. Охотники соревнуются друг с другом не только в количестве добытой дичи, но и по умению приманивать птиц. Вы такого манка на гусей еще не видели. Всем на заметку, подписали видео пользователи. Кастер, өмір. Сөйтір. Тем временем гусиные косяки были замечены и над Якутском. Вот такой ужас творится в Амге, подписали следующие кадры пользователи соцсетей. Никто не ожидал, что Амгинский район станет эпицентром подтоплений и там будет объявлен режим ЧС. Как вспоминали местные жители, такой воды не было с 1980 года. Тем временем жители Амгинского района не унывают и записывают веселое видео. Мужчина за кадром рассказывает, что его друг заказал такси в приложении InDriver и ждет его с минуты на минуту. А следующее видео о том, как ломается лед на реках Якутии во время ледохода. Безмятежную гладь начинает рушить мощный поток, сметающий все на своем пути. В Якутске водитель наехал на дорожный знак и скрылся с места ДТП. Происшествие произошло примерно в 4 часа утра возле дома номер 28 по улице Кальвица.
На Намском тракте какие-то хулиганы закрасили камеру видеонаблюдения. Между прочим, это самый аварийный участок, подписывают фотопользователи. Днем 10 мая на Покровском тракте был замечен не совсем адекватный мужчина, который кидался на автомобили. Если в первом случае мужчина и не представлял существенной угрозы, то в следующем видео у главного героя в руках оказалась палка, которую он размахивал в разные стороны. Герой ролика был замечен 9 мая во время празднования Дня Победы в Якутске. В итоге агрессивного мужчину обезвредили со спины. Следующее фото из Алекминска. Пользователь соцсетей сообщил, что автомобиль врезался в магазин «Караван». Сведений о пострадавших нет. Улица Бестужева-Марлинского как после бомбежки, подписали видео пользователи. Действительно, машину изрядно штормит из стороны в сторону, и кажется, конца и края этой дороги нет. Пользовательница Reddit опубликовала рисунки 6-летней дочери, на которых та запечатлела реакцию матери на проделки собаки. На первой из них она изобразила пса, который забрался на новый диван и обильно помочился на него. Ниже ребенок решил запечатлеть реакцию матери, которая увидела последствия поведения собаки. Судя по изображению, женщина была расстроена неожиданным происшествием. Пост быстро стал популярным. Менее чем за сутки публикацию положительно оценили почти 8,5 тысяч человек. В комментариях заявили, что оказывались в подобной ситуации и признали картинки слишком правдоподобными. Это были мобильные новости, новости, которые вы делаете сами. Если вы стали очевидцем интересного события и являетесь автором популярного ролика, присылайте нам свои материалы на телефон горячей линии, номер указан на экране, либо на электронный адрес nvknews@mail.ru. Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Ждем ваших сообщений, отмечайте нас по хэштегу Якутия24 и мобновости Як24. Ну а я прощаюсь с вами до следующей недели.